Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Сход лавины произошел на трассе Яна в Тампонском районе. В настоящее время проезд по автодороге закрыт, ведется расчистка. Турецкий плен. Из-за отмены авиасообщений России и Турции россияне на отдыхе стали невольными заложниками ситуации. Глава региона Айсен Николаев продолжает свой рабочий визит в Нерюнгринский район Якутии. В Главное управление МЧС России по Якутии поступила информация о том, что на автодороге Яна в 56 километрах от населенного пункта Тополиное Тампонского района из-за обильного снегопада произошло затруднение движения на участке дороги. Проезд на дороге временно закрыли в связи со сходом лавины, который произошел примерно в 4 часа на 130-м километре автотрассы в районе перевалов Малый и Большой Альчан Тампонского района. На данном участке находилось 2 автомобиля, в которых было 7 человек, в том числе 2 детей. Для оказания помощи с населенного пункта Тополиное убыли работники республиканской пожарной охраны. В 50 километрах от ФАТ силами дорожной службы проведена расчистка дороги. Состояние 6 человек удовлетворительное. К сожалению, 1 человек 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы. Проводится эвакуация в село Тополиное. В готовности к реагированию в Якутске находится 10 спасателей Республиканской службы спасения и 10 спасателей МЧС России, оснащенные необходимым оборудованием для автономной работы на 10 суток. Всего от Якутской территориальной подсистемы РСЧС задействовано 19 человек и 8 единиц техники. Еще раз напомню, по автодороге Яна пока запрещено движение. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы. А также из Якутска вылетел борт Ми-8 с бригадой медиков Республиканской службы медицины катастроф. Пассажиров из Якутска до железнодорожного вокзала продолжат перевозить сюда на воздушной подушке. В связи с продлением сроков закрытия ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях до 19 апреля, сегодня же трансфер еще осуществляется автобусами. Стоимость составляет 450 рублей. Посадка пассажиров производится на автовокзале города Якутска и в 202 микрорайоне, это зона городского пляжа. С 19 апреля трансфер до ЖД вокзала Нижний Бестях будет осуществляться судами на воздушной подушке с посадкой в 202 микрорайоне на зоне городского пляжа. Также, напомню, по приказу Минтранса региона с 15 апреля запрещено движение автотранспортных средств по ледовым переправам Хатас-Павловск, Кангалас-Соттинцы, Усть-Мая, Эльдикан. Просьба воздержаться от поездок. А в Усть-Майском районе жизнедеятельность сразу 10 муниципальных образований напрямую зависит от транспортного сообщения. Районный центр поселок Усть-Мая в период осенне-весенней распутицы не имеет никакого транспортного сообщения со своими 8 поселениями. Вот и сейчас, когда закрыли ледовые переправы на Амге и Алдане, жители района остаются заложниками этой ситуации, пока не закончится ледоход на реках. Выход напрашивается один – авиация. В районе единственный аэропорт Усть-Мая находится в Петропавловске, и он может принимать самолеты. Поэтому со следующей недели, в понедельник и среду, планируются рейсы до Магана авиакомпании «Полярные авиалинии» самолетом Л-410. Но цены на билеты начинаются от 17 тысяч рублей. Вы сколько можете себе позволить раз выехать куда-нибудь на самолете? Сколько раз вы можете позволить? Нисколько, правильно, дорогие. А как быть пенсионерам, у которых пенсия уйдет только в один конец, чтобы добраться до Якутска? Субсидированных билетов нету на эти билеты. Как мы будем ездить, как дальше это будет, никому не известно. Почему до Хабаровска субсидированные билеты есть, а до Усть-Мая нету? Например, до Хабаровска субсидированные билеты пенсионерам, многодетным по 3000. 3000 билет с копейками. А у нас стоит дороже, чем до Москвы. Вопрос о возможном снижении цены билета до Якутска включен в перечень поручений главы Республики Саха-Якутия по итогам совещания 26 января 2021 года. Этот вопрос глава муниципального района Усть-Майский район Александр Антипин обсуждал с Минтрансом, руководством аэропортов Севера и полярных авиалиний. Рассматриваются разные варианты, но пока вопрос не решен. Необходимо определить источник финансирования, чтобы обеспечить субсидирование билетов. Хотелось бы, чтобы и в Усть-Майском улусе тоже появились субсидированные билеты. Это для населения очень важно.
Это говорят жители райцентра, для которых добраться до Якутска – все дело в цене авиабилета. А как добираться жителям 8 других поселений хотя бы до Усьмаи? Они всеми правдами и неправдами, платя большие деньги, рискуя своим здоровьем и жизнями, пытаются в осенние и весенние периоды доехать хотя бы до районного центра. Люди все равно будут ездить и нарушать, мне кажется. Поэтому как-то это, я считаю, неправильно. В сезон распутицы, когда зимние автодороги перестают функционировать, до открытия навигации еще далеко, и выбраться из удаленных поселений можно только на воздушном транспорте. Скоро река проснется от зимней спячки, и жителям Ижанцев, Альдикана и Кюбцев, поселения которых постоянно подтапливается, придется противостоять еще одному природному явлению – паводку. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Усьмая. Действительно, кто-то сезонно оказывается заложником с севера, а кто-то буквально застрял на юге. Сотни тысяч россиян не могут выехать не только из Турции и Танзании, но и из некоторых других жарких стран из-за стыковочных рейсов, в основном в Стамбуле. Напомню, 15 апреля Россия вынуждена ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за резкого ухудшения эпидситуации в этих странах. Что же делать тем, кто оказался заложником ситуации, узнаете далее. Застрять в Египте с 2 детьми. Такого якутянка Луиза Спиридонова от отпуска точно не ожидала. Планируя отдых, специально выбирала максимально комфортные рейсы, чтобы дети не устали в долгой дороге. Однако из-за того, что маршрут был транзитным, через стыковку в Стамбуле рейс отменили. А все, что смог предложить туроператор, это билеты до Минска. То есть плюс еще 5 дней в пути, причем из Минска до Москвы поездом. И все вместе это внушительные траты денег, сил и времени. Нам предложили только один вариант – это поехать 20 числа с Шарм-эль-Шейха самолетом до Минска. Далее мы садимся на автобус и 11 часов еще едем до Москвы. Конечно, такой вариант нас абсолютно не устроил, и нам пришлось дополнительно самим тратить деньги, чтобы купить билеты хотя бы на поезд Москва-Минск. Кроме того, мы понесли очень большие расходы, связанные с жильем. 5 дней в Шарм-эль-Шейхе мы должны были оплачивать дополнительно гостиницу. Кроме того, за перенос рейса Москва-Якутск мы дополнительно заплатили авиакомпании Якутии за всех еще где-то 25 тысяч рублей. И подобных историй очень много. Транзитные прямые рейсы, лечение, отдых, бизнес. Только по данным Ассоциации туроператоров страны, ограничения коснулись более полумиллиона россиян. Теперь часть их штурмует офисы Turkish Airlines, чтобы хоть как-то возместить убытки. Человек летит в Мексику, перелет через Турцию. Поэтому тут не про отдых разговор, а к тому, что человеку нужно вернуться домой. Каким образом, непонятно. Онлайн ничего не решается. Я просто летаю в Египет через Стамбул. Получили сообщение или письмо через почту, что они отменили мой рейс. И теперь будем решать вопрос, посмотрим. Или возвращать деньги, или поменять. Я с проблемой возврата денег за билет. У меня супруг пытается вернуться домой в Санкт-Петербург из Одессы. Рейс с транзитом через Стамбул. Пострадали, однако, не только туристы, но и продавцы туров. Еще в начале недели в правительстве страны дали поручение Ростуризму подготовить комплекс мер поддержки для турбизнеса. Мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами. И мы в самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений. И уже сообщается о том, что возможна отмена взносов в резервный фонд. Также рассматривается субсидия туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом. И другие финансовые и нефинансовые меры поддержки. Однако на фоне этих событий появилась еще одна проблема. Цены на отдых в Сочи уже в мае взлетели как минимум на 50%. Отменены полеты в Турцию и Танзанию из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в этих странах. Это необходимая мера. Государство должно заботиться о здоровье своих граждан. Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес-перевозчики нашей страны? Как оказалось, повышение цен, причем для многих семей, неподъемно. Депутаты на ближайшем заседании Совета Госдумы рассмотрят этот вопрос и предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки приложения о недопустимости роста цен на отдых.
Что же касается тех туристов, кто уже приобрел путевку в Турцию или Танзанию в срок до 1 июня, то у них есть несколько вариантов решения проблемы. Есть 3 варианта. Это смена направления, перенос даты, либо отмена бронирования. Для возврата денежных средств необходимо обратиться к турагенту, написать письменное заявление с указанием причины отмены, требованием вернуть денежные средства. Вся информация представлена на официальном сайте Ростуризма, а также работают круглосуточные горячие линии, по которым можно задать все интересующие вопросы. Анна Васильева, Павел Батуев. В ходе своей рабочей поездки в Нерюнгринский район глава Якутии Айсен Николаев встретился с жителями поселка Серебряный Бор. За 5 лет реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья здесь удалось расселить 146 аварийных деревянных домов. В новую программу, стартовавшую с 2019 года, муниципалитет вошел с 7 единицами ветхого фонда. Вместе с тем в поселке остро стоят вопросы сноса теперь уже пустующих ветхих домов, благоустройства территорий. Необходимо привести в порядок дороги после масштабного строительства. Средства для того, чтобы довести до ума территории возле этих домов, будут найдены, но и вам необходимо довести до логического завершения разбирательства с застройщиками, заявил Айсен Николаев представителям муниципалитета. Погода не щадит дорожников. Сегодня на дневную смену уборки снега в Якутске заступили 3 бобката, 6 автомашин КАМАЗ, 6 дорожных рабочих. Механическое подметание улиц проводят 6 автомашин. На противогололедных мероприятиях подсыпки речным песком улиц по 2 основным маршрутам заняты 4 автомашины. Дополнительно 2 поливомоечные машины вышли на выборочную подсыпку наледей и снежных накатов. К другим темам. Более 200 четвероногих, а также их активные хозяева приняли участие в ежегодном кроссе «Быстрый пес», который состоялся в московском Битцевском лесу в субботу. Необычный забег проводится в столице 3-й раз. В нем участвуют как профессиональные бегуны, так и любители в компании собак любой породы и весовой категории. В этом году на дистанцию вышли 250 хвостатых спортсменов. Вместе с хозяевами они преодолели 2 километра. 5 лучших собак со своими хозяевами становятся победителями и призерами. Сегодня уникальное событие. Оно проходит ежегодно, 2 раза в год у нас на этом месте в Битцевском лесу. Совместно с департаментом спорта мы делаем прекрасный забег, который называется «Кросс Быстрый пес». В нем примут участие примерно 250 бегунов со своими питомцами. Лимит сделали специально ограниченный, потому что площадка, в принципе, не такая большая. Бегут они всего дистанцию 2 километра. Победители определяются только по чистому времени, да, то есть это не значит, что нужно стартовать из первых рядов и бежать. Это означает, что у каждого есть свое персональное время, которое определяется специальной тайминговой системой. К этому часу пока все новости. Еще больше информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru.